Круглый стол проходил в селе Аракич Ачимчирского района, а именно в термальном спа-центре «Амза». Для желающих насладиться природными красотами и оздоровительными процедурами Абхазии здесь предлагаются уникальные возможности для отдыха. В центре есть сероводородные и термальные источники, бассейны с разной температурой воды, уютное кафе и бар, раздевалки и камеры хранения. Все необходимое для комфортного отдыха. До начала круглого стола министру туризма Астамуру Логуа и заместителю министра экономического развития Российской Федерации Дмитрию Вахрукову рассказали о термальном спа-центре «Амза» и провели небольшую экскурсию. Министр туризма Астамур Логуа акцентировал внимание на необходимости освоения горного кластера республики. Он отметил, что потенциал высокогорных маршрутов огромен, однако отрасль сталкивается с острой нехваткой квалифицированных кадров. На всю страну приходится лишь около 10 профессиональных пешеходных инструкторов. Ключевыми инструментами качественного скачка в индустрии станут новый закон о туризме и введение обязательной классификации отелей. Я убежден, что большая часть населения Абхазии не видела до вчерашнего дня, какие, оказывается, у нас еще есть красоты в горной части Абхазии. Это вот, например, одно из мест, которые показали, это 16 водопадов, которые проистекают в одном ущелье. Но добраться туда нужно, конечно, посредством вертолета, но кто-то же должен провести экскурсию, показать, как правильно пройти, чтобы не покалечить себя и так далее. И эти вопросы мы сейчас и перед специальными школами ставим, чтобы они готовили кадры. Поэтому таких очень много вопросов, которые будут отражены в современном новом законе о туризме. Значит, другая степень готовности, уже, скажем так, практически все подготовлено, это, значит, проект классификации отелей, который, безусловно, будет стимулировать и улучшать, скажем так, наш сервис, в общем-то, предложение. Все-таки гость должен понимать, куда и за какие деньги он должен приехать и отдохнуть. Заместитель министра экономического развития Российской Федерации Дмитрий Вахруков отметил качественную трансформацию туриндустрии Абхазии. За последние 3 года республика сформировала современную нормативную базу и значительно обновила инфраструктуру. В 2025 году открыто 15 крупных объектов, включая Академию гостеприимства и новый международный аэропорт в Сухуме. Стратегическим приоритетом отрасли Вахруков назвал переход от модели однодневных экскурсий к долгосрочному отдыху. Качественный отдых не может стоить дешево, потому что он требует инвестиций. Инвестиции надо возвращать. И нам, конечно же, здесь позиционирование надо существенно менять. Достаточно, да, недостаточно, а очень большой теневой оборот в отрасли. У нас по оценкам наших туроператоров реальный оборот около 45 миллиардов. Официально видим лишь малую долю из этого. Большую работу, конечно же, проделали мои коллеги под руководством Астамура Омаровича по нормативной базе, по классификации средств размещения. Важно, чтобы это все заработало, но заработало достаточно аккуратно, плавно, чтобы не разрушить сложившиеся экономические связи, а просто сделать их белыми, сделать их официальными. В рамках встречи обсудили потенциал и перспективы развития Восточной Абхазии. Республика обладает протяженной береговой линией, а именно 215 километров, половина из которых приходится на восточную часть нашей страны. При этом наблюдается значительное неравенство развития между Западной и Восточной Абхазией. Потенциал Восточной Абхазии огромен, отметил заместитель министра туризма Абхазии Дато Каджая. В городе Тхварчал был восстановлен единственный в Абхазии радоновый источник, который пользовался огромной популярностью в советское время у туристов и сегодня активно принимает людей. Пользуясь случаем, хочу отметить, что в целом по республике минеральных источников более 170. В Тхварчале активно развивается туризм, открываются новые объекты показа, это водопады, озера, объекты досуга, общепита и малые средства размещения. Как вы знаете, коллеги, чтобы перейти от сезонного туризма к круглогодичному, нужны серьезные инвестиции в туристическую инфраструктуру. Одним из таких проектов мы видим создание и развитие горнолыжного курорта. Ландшафт Тхварчала обладает наибольшими благоприятными условиями для создания такого рода горнолыжного курорта.
Более 3 часов участники круглого стола активно обсуждали ключевые и актуальные вопросы развития туризма. Они обменивались опытом, делились идеями и вырабатывали совместные подходы к развитию отрасли. Шазина Ханаго, Давид Хашик, Абхазское телевидение.